В эфире телеканала «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Умер народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон. Ситуация на реке Вилюй под контролем властей. Айсен Николаев ознакомился с ходом устранения последствий прорыва дамбы в Мирнинском районе. На паромной переправе Якутск-Нижний Вестяг продолжаются работы по регулированию движения автотранспорта. Якутия и еще 5 российских регионов получат субсидии в размере 3 миллиардов рублей на развитие транспортной инфраструктуры. В Ленске в рамках благоустройства начали укладывать тротуарные плитки. Главная новость, которая в последние часы потрясла всю Россию. В Москве в возрасте 80 лет умер народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон. Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов-Яр Донецкой области. Его родители были простыми тружениками, воспитывали 3 детей. Он начал петь с раннего детства. Уже в 9-летнем возрасте выступил в Кремле перед генсеком ЦК КПСС Иосифом Сталиным, исполнив песню «Летят перелетные птицы». На сцену Кремля он после выходил не раз, в том числе и перед другими руководителями страны. В Советском Союзе не было ни одного человека, который не знал бы его лирического баритона. А если таковые были, то после выхода на экран культового фильма «17 мгновений весны» их точно не осталось. В июле источники в Госдуме сообщали, что Кобзон был госпитализирован, но уже 7 августа певец был выписан из больницы. Свои соболезнования в связи со смертью Иосифа Кобзона выразил президент России Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент направил телеграмму, в которой выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким певца. И как только стало известно, похоронят народного артиста 2 сентября в Москве на Востряковском кладбище. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Другим событиям. В Якутии одобрили 9 тысяч заявлений на получение дальневосточного гектара. На сегодняшний день на территории республики подано 16,5 тысяч заявлений. Наибольшим спросом у участников программы «Дальневосточный гектар» пользуется земля в Приморье. Там получили более 14 тысяч участков. Наш регион на 2-м месте. В Якутии одобрили 9100 заявлений. Айсен Николаев лично проверил ситуацию с загрязнением рек. Руководитель региона облетел загрязненные участки рек Вилюй, Ириляхи и Малая Бутуобия. Он отметил, что мутное пятно загрязненной воды протяженностью 270 метров медленно продвигается по Вилюю от Нюрбинского в сторону Вилюйского и Верхневилюйского районов. Однако эксперты уверены, что когда грязная вода дойдет до этих улусов, концентрация взвешенных веществ снизится существенно. В целом это уже наблюдается по всему руслу рек. Мы сегодня заслушали акционерную компанию «Алроса» о принимаемых мерах по ликвидации данной технологической аварии, так и недопущению повторения подобных сценариев уже в будущем. Также даны поручения и главам районов по обеспечению в первую очередь населения чистой питьевой водой. Это наш безусловный приоритет. И водой хозяйственно-бытового назначения. Все меры будут приняты. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики будет вопрос держать на контроле, так и по мере необходимости уже и помогать, если это будет в этом необходимость нашим районам. По итогу облета Айсен Николаев дал ряд поручений. Руководитель региона сказал о необходимости в кратчайшие сроки компании «Алроса» провести работы по восстановлению дамб, подвергнуть гидротехнические сооружения техническому обследованию и минимизировать вероятность таких аварий в будущем. Также Айсен Николаев поручил Минэкологии Якутии организовать работу межведомственной группы по обследованию района, обеспечить постоянный оперативный контроль экологической ситуации в бассейнах рек, организовать комиссию по обследованию гидротехнических сооружений компании «Алроса».
Но при этом я и на совещании сейчас акцентировал, и еще раз хочу повторить, что при скрелях не используют химических веществ. Те драги, которые там работают, это плавающая промывочная установка. Она берет алмазоносный песок с дна, соответственно, речной водой отмывает от глинистых включений. Дальше песчаный концентрат с алмазами проходит через сепараторы, и дальше драга выбрасывает вот этот отмытый песок обратно в дражный котлован. Никакой химии, никаких веществ, которые не существуют в грунтах, в минералах, кроме природных, в этих дражных котлованах, в тех осадках, которые сейчас. Также Министерство ЖКХ совместно с районами должны принять исчерпывающие меры по определению альтернативных источников поставки питьевой воды. Айсен Николаев отметил необходимость в мониторинге сельхозпродукции. Не использовать воду из реки Вилюй в хозяйственно-рыболовных целях. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Вилюйском районе. По словам руководителя инспекции охраны природы, загрязненная вода достигнет территории Вилюйска в эти выходные. К концу недели станут известны результаты анализа проб воды. В Роспотребнадзоре сообщили, что населенные пункты вдоль реки Вилюй не осуществляют забор речной воды. Население Вилюйска и Кызылсыра обеспечивают питьевой водой из артезианских скважин. Руководство района намерено обратиться к компании «Алроса» с требованием реконструкции и увеличения мощности водоочистных станций в населенных пунктах. В обращении Владимира Путина по пенсионному законодательству учтены основные предложения парламента Якутии. К законопроекту инициированы более 100 поправок, в том числе и предложения Якутии, принятые по итогам всестороннего рассмотрения и обсуждения вопроса на заседании расширенного Совета Государственного собрания Илтумен. В обращении глава государства внес ряд предложений, созвучных с предложениями парламента Якутии. В частности, речь идет о сохранении существующего порядка начисления пенсий для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, а также в части уравнивания женщин и мужчин при повышении пенсионного возраста. Вопросы изменений в пенсионном законодательстве мы обсудим с исполняющей обязанности заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольгой Балабкиной, которая у нас сегодня в гостях. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, все вчера россияне внимательно следили за обращением Владимира Владимировича. Какова ваша личная реакция на то, что было озвучено главой государства? Ну, как правило, по Конституции Российской Федерации президент России высказывает свое мнение после того, как закон принят уже и Советом Федерации. И тогда он к нему направляется на одобрение. Президент страны пошел впервые на такой шаг, потому что это действительно законопроект, который касается каждого гражданина и каждой семьи. И после уже высказал свое мнение, после достаточно бурного общественного обсуждения, потому что оно не могло не состояться. Но лично я с большим вниманием слушала его позицию, и я думаю, что, в принципе, сразу, наверное, на втором его предложении, возможно, на третьем было понятно и обосновано, почему эти пенсионные изменения необходимы. Ну, вот если говорить про мужчин и женщин, да, Владимир Владимирович предлагает снизить планку для женщин до 60 лет, а у мужчин оставить 65. Ну, на ваш взгляд, справедливо ли это? Ну, есть общие принципы, которые всегда существовали в системе советского, российского пенсионного законодательства. Поэтому в данной ситуации президент страны, он остался на тех же позициях, которые были ранее. И не стал носить то новшество, которое, по большому счету, продиктовано все-таки реалиями сегодняшнего дня, потому что продолжительность жизни женщин значительно больше, чем у мужчин. Тем не менее, сохранен принцип справедливости. Его предложение прозвучало именно так. Ну вот, я думаю, вы, когда, будучи депутатом еще Госсобрания Илтумен, принимали непосредственное участие, когда поднимались эти вопросы, когда вносились предложения, и в том числе ту информацию, которую я чуть ранее озвучил по поводу того, что учтены пожелания якутского парламента. Да? Ну, Путин сказал, что представителям КМНС и работникам сельского хозяйства льготы по возрасту выхода на пенсию сохранятся. Насколько, на ваш взгляд, это повлияет на, ну, вернее, даже не повлияет, насколько, на ваш взгляд, действительно регионы смогли что-то сделать для того, чтобы эти пункты вошли в обращение главы государства?
Необходимо обратить внимание на то, что проблема пенсионного обеспечения представителей коренных малочисленных народов Севера, она всегда была на особом внимании. Да? И до пенсионных изменений представители коренных малочисленных народов Севера, им начислялась пенсия как государственная пенсия. И сейчас Владимир Владимирович предложил вернуться к этой схеме. Я думаю, что она достаточно оправдана, потому что прежде всего это будет касаться тех представителей коренных малочисленных народов Севера, которые занимаются традиционными видами природопользования и проживают на территориях именно традиционного природопользования. Что же касается селян, данная норма подразумевает не досрочный выход на пенсию как таковой, а он подразумевает повышенный размер пенсии. Действительно, для нас это очень актуальный вопрос, и мы его ставили изначально, потому что именно люди, работающие на селе, у нас все-таки они находятся достаточно в сложных, тяжелых, в том числе и климатических условиях. Особенно тогда, когда, например, на селе работают зимой. Это сложный труд, и поэтому, безусловно, он по достоинству должен быть оценен. Не секрет, наверное, ни для кого, что якутяне ждали и хотели услышать по поводу льгот по северянам. Да? Сохранится ли, как вы думаете, ранее, чем в центральных регионах страны, выход на пенсию? Этот выход на пенсию, он изначально сохранился. Первоначально проект и не предусматривал равного выхода на пенсию для лиц, которые проживают в районах Крайнего Севера. Вот этот вот минус 5 лет, он сразу был предусмотрен. Просто он для женщин был минус 8, для мужчин минус 5 от повышенного возраста. Сейчас же непосредственно так, как предложено президентом страны сдвинуть женщин на 3 года, то, соответственно, у нас в условиях Крайнего Севера женщины будут выходить на пенсию в 55, предлагается, мужчинам 60. То есть вот такой вот выход льготный на пенсию в районах Крайнего Севера. В России плюс еще 5 лет. То есть как было, так и сохранится? Имеется в виду механизм? Механизм, да. Он изначально и не мог быть вообще даже, наверное, пересмотрен, да, потому что это та льгота, которая и привлекает население на Дальний Восток, и в Якутию в том числе, и, в общем-то, отвечает тем климатическим условиям, в которых мы живем. Спасибо большое, Ольга Валерьевна, что нашли время и ответили на наши вопросы, особенно на тему, которая волнует сегодня многих. Спасибо. Ну что ж, я еще раз напомню, что гость нашей студии была исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольга Балабкина. О готовности республики к новому учебному году также рассказал Арсений Николаев Владимиру Путину. Во время рабочей встречи руководитель региона сообщил президенту о ходе реализации проекта государственно-частного партнерства в республике, который был начат еще в 2015 году. По этой программе строится 12 социальных объектов, из них 4 большие школы, 5 крупных детских садов и 3 объекта культуры: дворец современного искусства, городской библиотечный центр и дворец детского искусства. Все объекты будут сданы в конце этого года, в первой половине следующего года. Также Арсений Николаев отметил проблему с нехваткой мест в школах столицы и поделился своим видением решения этой проблемы. У нас, к сожалению, в Якутске даже по 43 ребенка в классе сидят. Достаточно большая уплотненность. И, конечно же, Владимир Ильич, вот сейчас появилась у нас какая возможность? В городе Якутске есть достаточно много зданий, которые могли бы быть использованы под эти школы. Например, здания негосударственных образовательных учреждений, которые сейчас закончили свою деятельность, не прошли аккредитацию, но здания абсолютно для школ готовы. Они могут, в принципе, при минимальной реконструкции уже к концу этого года начать детей принимать. Там у нас еще около 1000 мест может быть открыто. 3 таких здания есть. Но, к сожалению, дефицит у нас бюджета достаточно большой в этом году. Сколько стоит? Порядка 600 миллионов рублей. Оценки все произведены, все проверили, все, в принципе, они нас подходят, но вот пока денег не хватает, мы, конечно, просили бы вас, если такая возможность есть, дать поручение правительству Российской Федерации, чтобы какая-то помощь нам была оказана. Владимир
на самом деле проблема очень острая, потому что, еще раз говорю, это же хорошо, что детей у нас больше и больше. Конечно. Город растет, развивается, и, конечно, надо, чтобы дети учились в хороших условиях. Давайте посмотрим. Я думаю, что правительство будет предлагать на условиях софинансирования. Мы всегда готовы идти, мы всегда софинансируем реконструкцию и так далее, все возьмем на себя. Хорошо, такое поручение. Спасибо. Наладить движение автотранспорта на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях. К такому решению пришли на совещании с исполняющим обязанности председателя правительства Якутии Владимиром Солодовым. На сегодняшний день благоустроены причалы и парковочные места, установлены дорожные знаки и барьерные сооружения при заезде на паром. В день через Лену переправляется порядка 3000 автомобилей. Очередь стоит в пределах 1,5 часов. Глава Кабмина рекомендовал представителям Мегино-Кангаласского района и Якутска подготовить предложение в правительство по организации парковочных площадок и накопителей для автотранспорта. В Мирнинском районе Чернышевский рыбоводный завод станет экспериментальной площадкой. Здесь впервые будут разводить сибирских осетров до товарного размера. В планах получения в следующем году потомства для зарыбления рек Якутии и выращивания рыбы для продажи, продолжит Ивана Филиппова. Сибирского осетра мы планируем привести примерно 20 особей. На Чернышевском рыбоводном заводе займутся разведением сибирских осетров. В Якутии это будет первый опыт выращивания ценной рыбы до товарного размера. Уже в сентябре взрослых особей привезут из Булунского улуса. В рамках стратегии развития предприятия уже закупили оборудование для содержания сибирского осетра. Сегодня завершаются пусконаладочные работы во всех 3 цехах. Мы находимся в цехе маточного стада. Здесь будут содержаться взрослые особи для получения черной икры. Примерно 20 рыб, 15 самок и 5 самцов. Работники рыбзавода планируют уже в следующем году получить 50-100 тысяч мальков царской рыбы. В цехе для выращивания товарной рыбы 14 емкостей. Здесь будут содержаться более крупные особи для дальнейшей продажи населению. Работники рыбзавода почти шепотом говорят, что и на прилавках появится царская рыба. Через несколько лет, если все хорошо сложится, у нас все планы сбудутся. То, что мы задумали, то в районе будет в продаже, выйдет товарная рыба, живые осетры. Сибирский осетр занесен в Красную книгу, относится к ценным породам рыб. Растет очень медленно, созревает к 9-20 годам. 1,5 килограмма веса достигает в течение года. Поэтому за осетрами будут ухаживать, как за детьми. В емкостях будет поддерживаться определенная температура. В данное время сейчас у нас осетры там питаются в естественной среде. Надо будет перевести их на питание искусственными кормами. Это тоже довольно-таки проблематично. Я считаю, что мы справимся с этим. На Чернышевском рыбзаводе первое потомство сибирского осетра планируют получить уже в конце июня 2019 года. Часть мальков выпустят в Лену. Смотрим на завод как поставщика рыбопосадочного материала для начинающих рыбоводов республики. То есть завод будет получать икру, искусственно получать потомство, и после подращивания до 5-граммовых личинок будет продавать начинающим рыбоводам, и, соответственно, рыбоводы будут, которые по всей республике, в городе Якутске и в районах, могут в искусственных условиях уже подращивать акклиматизированных осетрят. Если редкая рыба приживется, около 25 тысяч мальков будут подращивать до товарного размера. Через 3 года работники рыбзавода планируют вырастить и отдать на продажу около 5 тонн искусственно выращенных осетров. Иванна Филиппова, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Но сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Российские военные на полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно провели испытательный запуск новой ракеты отечественной системы ПРО. Якутия и еще 5 российских регионов получат субсидии в размере 3 миллиардов рублей на развитие транспортной инфраструктуры. В Ленске в рамках благоустройства начали укладывать тротуарные плитки. В эфире «Якутия-24» мы продолжаем наш выпуск.
Российские военные на полигоне Сара-Шаган в Казахстане успешно провели испытательный запуск новой ракеты отечественной системы ПРО. Об этом нашему телеканалу сообщили в Министерстве обороны. Ранее об успешных испытаниях новой российской противоракетной ракеты сообщалось в феврале, апреле и июле. Система ПРО предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также в системе предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. По итогам серии проведенных успешных испытаний новая противоракета подтвердила заложенные в нее характеристики, выполнила сложнейшую программу полета и успешно поразила условную цель с заданной точностью. Якутия и еще 5 российских регионов получат субсидии в размере порядка 3 миллиардов рублей на развитие и восстановление транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства. Напомним, в республике продолжаются аварийно-восстановительные работы после весеннего паводка. Более 5000 абитуриентов стали студентами головного вуза Якутии. В Северо-Восточном федеральном университете подали порядка 8000 заявлений. На бюджетные места бакалавриата и специалитета поступили 2334 человека. О предпочтениях студентов и наиболее востребованных направлениях расскажет Сарглана Федорова. Для многих абитуриентов томительные ожидания результатов поступления позади. Обучаться по бюджетной очной форме бакалавриата и специалитета изъявили желание 3500 абитуриентов. Из общего числа поступивших 241 обладатели аттестата с отличием. Одна из них – Селина Жилаева. Высокие баллы позволили ей легко поступить сразу в 3 института. В итоге выбрала Институт математики и информатики. Специальность учитель математики. Я из Алекминского ЛУСа, заселяюсь в общежитие. Вот. Больше заявлений по сравнению с прошлыми годами было подано по программам среднего профессионального образования и ординатуры. Вырос и средний балл поступивших. Он стал выше 64. Более доступным стало платное обучение. Раза в 2-3 уменьшили затраты, плату за платное обучение. Если даже доходит до свыше 300 тысяч рублей, 275 в основном у нас тысяч рублей затраты, себестоимость одного студента, то мы снизили плату за обучение до 120. Высокий рост поступающих традиционно отмечается на юридическом факультете и в медицинском институте на специальности лечебное дело и стоматология. Например, в медицинском институте на лечебное дело 125 мест. И на юридическом факультете, например, 10 мест. И, конечно же, мы можем просто отметить, что по итогам именно приемной кампании, именно по тем абитуриентам, которые готовы платить за обучение, вот именно эти специальности у нас получаются самые высоко востребованные среди абитуриентов. Тем временем продолжается прием документов на заочную форму обучения. Абитуриентов ждут до 20 сентября. Саргалана Федорова, Андрей Секритов, Якутск. Сегодня отмечается Международный день пропавших без вести. Право родственников людей, пропавших без вести, знать о судьбе близких – это одно из главных положений международного гуманитарного права и прав человека. Оно действует независимо от того, когда и при каких обстоятельствах человек пропал без вести. В этот день во многих странах проводятся мероприятия, которые призваны сохранить память о тех, чья судьба до сих пор неизвестна. А в Нерюнгринском парке имени Черяева прошел фестиваль здоровья и безопасности, приуроченный к Международному дню пропавших без вести. На фестивале побывала наша коллега Александра Цибикова. Целью мероприятия является привлечение общественного внимания к проблеме пропадающих без вести людей и обучение детей и подростков азам правильного поведения в различных ситуациях. Сейчас мы складывали фотороботов, чтобы понимать, как правильно их обозначить. Проблема пропавших без вести, ее масштабы и воздействие на семьи, группы населения и общества часто вызывают серьезнейшую обеспокоенность среди жителей города. Сегодня организация ДОСААФ России, местное отделение при поддержке Россоюза
Спаса и Нюргинской городской администрации проводят фестиваль безопасности, где для молодых граждан нашего города мы проводим уроки безопасности, как себя вести в той или иной ситуации, если ты потерялся в лесу, в городе и так далее. За это время местным отделением ДОСАВ по Нерюнгринскому району накоплен практический опыт проведения широкомасштабных поисковых операций с привлечением десятков добровольцев, специалистов СМИ и интернет-сообществ. По данным Центра, ежегодно в России пропадает около 120 тысяч человек. На сегодняшний день в Нерюнгринском районе числится пропавшими без вести 43 человека. 7 станций, 7 уроков безопасности для детей. Первые навыки, первые азы. Конечно, все это не передашь за один час, за один день. Но мы начинаем нашу свою работу. Я надеюсь, мы будем продолжать работать со школами, садиками и с другими детскими учреждениями. Фестиваль здоровья и безопасности включил в себя небольшую программу, рассчитанную на детей и подростков. Были проведены уроки безопасности, конкурсы, а также выступили творческие коллективы города. Александра Цыбикова, Аяла Мосов, Нерюнгри. В рамках международной биеннале современного искусства жителей Якутска пригласили на форум городских сообществ. В столице проходят мастер-классы, семинары и встречи, посвященные вопросам благоустройства. О втором дне форума расскажет Анастасия Данилова. Второй день форума городских сообществ «Городская культура» проходит на территории крытого экстрим-парка «Арена-31». Здесь проводится дискуссия на тему современного искусства, а также проектный семинар на тему «Культура формирования устойчивой городской среды». Основная задача форума – наладить взаимодействие горожан, организаторов городского пространства, архитекторов, авторов арт-объектов и молодежи. Хочется, чтобы наш город был привлекательным именно для молодежи, для того, чтобы шло развитие человеческого потенциала прежде всего, для того, чтобы человек стремился именно жить здесь, в своей среде, и городская среда должна быть красивой, и человека должна устраивать. А для этого необходимо городскую территорию озеленять. Именно вопрос озеленения обратил на себя большое внимание дискуссионного круга. Многие жители делают озеленение или благоустройство, используют какие-то резиновые шины, используют такие предметы, которые ушли в утиль. Есть интересные дизайнерские решения, которые можно теми же способами за те же деньги делать совершенно на другом уровне. В рамках форума своими идеями по городской среде выступил Евгений Мишталь, продюсер городских проектов, приглашенный эксперт из Хабаровска. Он рассказал, как сделать свой город лучше и перспективнее. Люди могут объединиться, бизнес, власть, общественность могут объединиться и сделать какие-то проекты, реализовать, пусть маленькие, но тем не менее, которые будут улучшать уже городскую среду, будут улучшать сам город и жизнь в нем. И, собственно, это настройка диалога, потому что любой город – это диалог. Действительно, только взаимодействуя, мы сможем изменить свой город и уровень жизни в нем к лучшему. Анастасия Данилова, Павел Пахомов, Якутск. В Ленске начали укладывать тротуарную плитку по улице Орджоникидзе. Предстоит уложить несколько сотен метров до перекрестка улицы Аюнского. Ранее бригады демонтировали прежнее покрытие, отсыпали песчаные основания для будущего тротуара и установили бордюрные камни. Завершить все работы подрядчики должны до конца недели. На сегодняшний день этот тротуар требовал капитального ремонта. Тут постоянно вода скапливалась, вода не уходила. Было принято решение этот тротуар поднять и уложить брусчатку. На сегодняшний день еще работы, как вы сами видите, ведутся. Тут будут еще дополнительно установлены пандусы и ступеньки. Также, по словам председателя Комитета имущественных отношений, планируется уложить тротуарную плитку по улице Первомайская и Ленина. Но там работы будут проведены частично, только на разрушенных участках. «Я люблю тебя, Якутск». Премьера фильма под таким названием сегодня состоялась в кинотеатре «Лена». Фильм снимали 4 именитых режиссера: Михаил Лукачевский, Алексей Амбросьев, Роман Дорофеев и Сергей Потапов. Картина получилась разножанровой, раскрыта повседневная жизнь горожан, их радость, достижения, любовь. В то же время в фильме затронута драматическая линия. И все это связывает чувство любви к родному городу. В картине задействованы как профессиональные артисты, так и узнаваемые люди республики. Фильм «Я люблю тебя, Якутск» будет показан в столичных кинотеатрах и в районах республики. Такого кино практиковался уже во многих странах. Есть разные фильмы, допустим, «Париж, я люблю тебя», «Нью-Йорк, я люблю тебя». Есть даже «Москва, я люблю тебя», «Шанхай, я люблю тебя». И мы, якутские кинематографисты, тоже объединились и решили тоже сделать такую традицию у себя в городе. Всем дали тему и свободу. И
благодаря вот этой свободе у каждого режиссера свои видения, да, свое творение вышло. Как сказать, там, ну, допустим, вот детсадовцы сняли комедию, Сергей Потапов более такая драма, да. У каждого свой отдельный стиль, отдельный жанр. В Алдании завершились летние сборы детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по лыжному спорту. Для юных спортсменов именно лето – пора подготовки для успешных выступлений зимой. Первый сезон прошел в лагере «Берег дружбы» города Томота, второй и третий в Центре спортивной подготовки по зимним видам спорта города Алдана. Каждый сезон этого был по-своему примечателен. В первом дети приняли участие в церемонии открытия 12-го республиканского СХ «Аланхо». Во втором сезоне особенно воспитанникам запомнилась встреча с добровольцами из Словении и Бурунди. И самым массовым был третий сезон перед открытым первенством и чемпионатом республики по лыжероллерам. В рамках смены организовали спартакиаду, которая включала комплекс соревнований: веселые старты, волейбол, баскетбол, шашки и настольный теннис. Телеканал Якутия-24 следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам!